Первую лунку инспектор ГИМС бурят недалеко от берега реки Лены. Замер специалистов показывает, что лед лишь кажется крепким. Его толщина составляет примерно 20 сантиметров, что безопасно для пешеходов, но недопустимо для машин. Надо учитывать тот фактор, что здесь вода у нас получается стоячая, здесь не основное русло реки. Соответственно, тут лед быстрее промерзает. Если возьмем в пример само русло реки, где-то Росы, там толщина льда намного меньше. С утра на переправе Кангаласы-Сотенцы можно увидеть рыбаков. В поисках окуня и щуки некоторые любители подледного лова готовы подвергать свою жизнь опасности. Алексей Минеев говорит, что старается быть осторожным и далеко от берега не уходит. Здесь уже давно рыбачит народ, поэтому я уже знаю примерно толщину льда. Я когда уже узнал, сколько здесь толщина, потом только начал заходить сюда. А так смысл заходить, своей жизнью рисковать. Официальные ледовые переправы в республике еще не открыты. Инспекторы по маломерным судам проводят профилактические беседы с водителями и раздают информационные листовки. Они объясняют жителям, что на реку выезжать еще рано. Однако не все желают слушать наставления. Одни понимают это дело, объясняют, что вот мы проводим профилактические беседы на тему безопасности людей на водных объектах. Одни нормально распишутся у нас, значит, другие возьмут листовку, скажут спасибо, не распишутся, а третьи просто смеются. У берега реки целое скопление автомобилей, но в них сидят не нарушители, а желающие переправиться в Усть-Алданский район на воздушной подушке. Выезд на лед запрещенный крайне опасен. Автомобилисты, которые игнорируют запрет и продолжают курсировать по ледовым дорогам, рискуют своей жизнью. Переправиться на другой берег сейчас можно только на аэроботах и воздушных подушках. Нарушителей ждут штрафы. Если для физических лиц его сумма составляет от 5 до 10 тысяч рублей, то для юридических куда больше. Николай Ушницкий за рулем уже почти 30 лет. Утверждает, что никогда бы не решился отправиться через переправу раньше положенного срока. Мы не выезжаем, мы только вот на подушку возим и все. Опасаемся, конечно. Жизнь дорога же. Вот поэтому не будем рисковать. Ледовые переправы в Якутии начнут открываться поэтапно. В числе первых – автозимник по направлению Хатасы-Павловск. Его открытие планируется в период с конца ноября по начало декабря. Инна Секритова, Виктор Рукавишников, Вести, Якутия.